Я летел на Лену, в Якутск, город, принявший от Тобольска эстафету открытия Сибири, теперь уже восточный. В 1632 году реестр городов российского государства пополнился самым восточным городом Якутском. Казалось, он на самом краю земли и был так далек от столицы, что обоз первого якутского воеводы ехал к месту назначения целых 4 года. Никто тогда не знал, где на самом деле кончается эта земля. Но уже совсем скоро землепроходцы дойдут, наконец, до самой ее кромки, где уступает она свое владение водам 2 океанов. И Якутск станет центром поисков путей в районы труднодоступной части азиатского материка. В приказной избе писались донесения о выдающихся открытиях Камчатки, Амура, Яны, Индигирки, Колымы, Анадыря. В память о русских землепроходцах установлен в Якутске макет Коча. Но кто из них первым ступил на эту землю? Мне довелось познакомиться с легендой, записанной в этих краях в прошлом веке. Вот она. Был у якутов самый богатый и умный Тойон Тыгын, поэтому была у него самая большая юрта. Раз как-то вошли неизвестно откуда пришедшие люди такого вида. Глаза синие, носы острые, лица обросшие волосами, одежда тесная, сжимающая, подобно водорослям. Речи они нашей не понимали, и то, что хотели сказать, показывали руками. Уразумели они из якутского языка слово «йокуот», «ну беги», значит. Почему и стало слово «якут» названием нашего рода? Реку же Илюэна пришедшие называли своим словом «Лена». Говорит однажды жена Тыгына: «Отыскали нас страшные люди. Думаю, принадлежат они к очень многочисленному племени. Убей этих людей». «Полно», — отвечает Тыгын. «Смотри, они по мысли своей помогают нам в работе, и зла нам никакого не сделали. Пусть живут с нами». Пришедшие летом остались на зиму, а потом так же внезапно, как и пришли, исчезли. Тыгын действительно существовал. Определив время его правления, ученые пришли к выводу, что в этой, да и других легендах, речь идет, скорее всего, об отряде некоего Пянды, промысловика или промышленника по-тогдашнему. Известно было и русское предание, записанное в Туруханске Георгом Гмелиным, участником экспедиции Беринга. В нем уже прямо упоминалось имя Пянды, как открывателя Лены. Отважные и выносливые мангазейские казаки, знавшие почем фунт лиха, восхищались подвигом своих земляков и рассказывали о нем из поколения в поколение. Но это были всего лишь легенды и ни одного документального подтверждения. Мало ли о чем и о ком сложено предание. У каждого народа есть свои былинные герои, и это еще не доказательство, что они существовали в действительности. А науке как раз нужны именно факты. О Пантелее Пянде ходило много легенд. Косвенных упоминаний о его походе также было немало. Скрупулезно их собрав, академик Алексей Павлович Окладников составил карту предполагаемого маршрута. Все были буквально поражены его сложностью и протяженностью. 8000 километров. Судите сами. Отряд Пянды прошел по всей Нижней Тунгуске, одной из крупнейших рек Сибири. Миновав Волок, вышел на Лену, дошел до района будущего Якутска, затем через бурятские степи перешел на Ангару, прошел по всему ее течению и, сплавившись по Енисею, вышел к Енисейскому острогу. Но и этого также было недостаточно, чтобы наука могла причислить Пантелея Пянду к когорте выдающихся первооткрывателей. Солидные научные издания долгое время предпочитали обходить его имя молчанием. Сколько еще событий и имен ждет своего часа признания. Пантелею Пянде, хотя и с опозданием, но все-таки повезло. Упорный поиск исследователей был, наконец, вознагражден ценной находкой. Борису Петровичу Полевому удалось найти пока еще единственный документ, подтверждающий, что человек со странным именем или прозвищем Пянда или Пенда действительно был.
Прежде всего, удалось найти челобитную некого Винюкова, который писал о том, что вот его отец Иван Винюков, он еще до построения Якутского острога в 1632 году, он за много лет до этого уже служил на лени. Это о чем говорит? Это говорит о том, что действительно в 20-х годах русские были. А это как раз те самые годы, когда Алексей Павлович указывал, что Пенда ходил в этих местах. Но самое поразительное другое. Удалось найти кабальную запись. Кабальную запись, которая выдана на имя Ванюкова. И самое интересное, кем она подписана? Она подписана промышленным человеком Пантелеем Демидовым Пяндой. Не Пендой, а Пяндой. Это, конечно, очень любопытно. Обратите внимание, что на Нижней Тунгуске существует зимовье, которое называлось Пяндино. Несомненно, это Пяндино идет от Пянды. Более того, нам удалось установить, откуда вообще возникло вот это странное прозвище Пянда. Кажется, что это не русский человек. Оказалось, что Пяндой называется одна из малых рек, впадающих в Северную Двину. Таким образом, мы выяснили, что вот этот самый Пантелей Демидов происходит с Северной Двины, из района вот этой маленькой реки Пянды. За 1 год закрытие арктической дороги в Сибирь и одновременно открытие новой дороги к Лени. Не в этом ли подтверждение неизбежности, неотвратимости великого похода встреч солнца? 40 смельчаков отважились вступить на таящую опасности землю. Наступило 3-е лето похода. Преодолев 12-километровый Волок, казаки спустили свои кочи в воды новой реки. Это была Лена. Позже в своей отписке расскажут казаки о широте ленских просторов, богатствах ее вод и земель, а также об открытых ими народах Сибири, первых по численности своей эвенках, вторых якутах и третьих бурятах. А затем, проделав обратный путь по Лене, отряд Пянды оставил свои суда и посуху пересек землю больших братов, то есть бурят. Идя все дальше на восток, встречая неведомые европейцу народы, русский человек учился новому для него способу существования. Учился и учил сам. В донесениях нашего героя появляются названия только что открытых земель и народов, находящихся к востоку от Енисея. Значит, дела службы занесли устюжанина Семена Дежнева еще дальше от родного дома, в Якутию. Он вполне мог бы оказаться в числе енисейских казаков, основавших в 1632 году на Лене первый русский острог, прообраз современного Якутска. Было бы хорошо, конечно, если бы круглую дату его 350-летия мы могли бы связать с именем нашего героя. Но слава явно обходила стороной Семена Дежнева. Он прибыл сюда лишь через 4 года. Зато отныне и до конца дней своих он будет числиться якутским казаком. Почти 40 лет. На много верст вокруг были видны пятибашенные крепостные стены города, возведенные по соседству с землями якутского тойона Мымаха. Теперь осталась только одна башня. Уникальный исторический памятник напоминает о древнем Якутске, принявшем эстафету открытий и ставшем столицей огромного края Восточной Сибири. Около башни хлопотали реставраторы.
Такое мы встречали, идя дорогами Дежнева и в Архангельске, и в Устюге, Тобольске, Новосибирске. Такова черта сегодняшних дней. Но памятники памятниками, а все же, чтобы представить себе первооткрывателей Сибири, надо пройти их дорогами. Члены клуба «Искатель», созданного при Якутгеологии, предложили нам пройти одну из них. Великую Лену, думается, справедливо было бы еще назвать главной дорогой ко всем выдающимся открытиям. Посудите, по ней выплывали кочи к Ледовитому океану. И следствием этих отважных путешествий были первые донесения о крупнейших реках Восточной Сибири, от Хатанги до Анадыря. По Лене же, но идя в обратном направлении, выходили землепроходцы к берегам Тихого океана и Амура. Вот и Семен Дежнев также ловил ветер в парус своего коча, отправляясь в неизведанные землицы. У членов экипажа яхт «Темп» и «Вега» задачи сходны с нашими. Рабочие и инженеры, мастера и кандидаты в мастера спорта, они ищут следы первых исследователей Сибири. В их путешествии принимает участие народный писатель Якутской ССР, заслуженный деятель искусства РСФСР Суарун Омоллон. Дежнев вот женился на якутке. Ее звали Абакаядыш Ищук. Родичи этой его жены вот жили как раз на этом. Кочевали, да? Кочевали. Нет, они не столько кочевали, летом всегда жили здесь, значит, а зимой, значит, они перекочевывали на другие зимние. Они что, оленеводы, олени разводили? Они скотоводы были. Скотоводы, да? Скотоводы были. Ну, а рядом, значит, с ними вот как раз и основан был Ленский острог, где служил, значит, этот Дежнев. Вот Ну, на новом месте или на старом месте? это на новом месте, значит, Уже так, новое место, да. Но город Якутск переведен был позже, в 1942 году, а здесь, значит, это они находились в 1936-1938 годах. И вот они хорошие отношения сложились. А имя его жены что-нибудь значит? Особо не, ну, ласкательное имя. Сычу это ласкательное, очень нежное ласкательное слово. Но род его, он, значит, в документах челобитный Бежнева, отец его жены упоминается, как его по-якутски Иникуй, а по-русски Меникуй написал. Так, значит, написано в архивных документах. И эти документы здесь, в Якутске? Они, да, в разных, но они подняты историками и напечатаны сейчас. Его командировали, значит, тут это волость, Тата есть, Самга есть, на примирение. Тогда якутские роды между собой дрались, распри было. Распри было. Резали друг друга, если грубо так сказать. А что, из-за пастбища или что Да, было? ну, всякие так, споры были, за земельные и прочее, за власть и так далее должно быть, да. И вот Дежнева отправляли примирять, и он успешно их примирял. Успешно. В этом Дипломатом еще был? Дипломатом был. Теперь он, значит, ну, новые земли открывал. Аймекон, значит, отсюда это 800 километров, значит, реки новые, все новые земли. Новые земли и новые народы, обитавшие в самых труднодоступных, самых суровых горных районах Восточной Якутии. Промеж Алазейкою и Колымскую реками на тундре живут чукчие, а никто русских людей у них не бывал. Это донесение Дежнева об открытом им народе чукчих. Пришедшие на Индигирку нашли юкагирей, люди сидячие, а ездят на собаках. Да на той Индигирке зимовье поставили и жили 3 года. На Индигирку шел Дежнев в числе немногочисленной группы казаков коньми через горы до Яны 9 недель, а оттуда еще 12 недель до Индигирки. Сложнейший переход.
Тогда-то на самой восточной из всех известных рек был поставлен Зашиверский острог, важный перевалочный пункт в дальнейшем освоении Сибири. Некогда оживленное поселение за индигирскими шиверами, подобие порогов, осталось в стороне от более удобной дороги. Потеряв свое значение, да еще пережив эпидемию оспы, Зашиверск прекратил в конце концов свое существование. Но все это будет уже после описываемых нами времен, когда острог выполнит свою миссию. По сложным современным трассам внутренней Якутии мы можем представить себе трудности, выпавшие на долю первопроходцев. Представить лишь отчасти. Их-то путь был значительно опаснее. В туманы, морозы, бесконечные осенние дожди шел со своими товарищами казак Семен Дежнев, один из первых исследователей Яны и Индигирки, открыватель Алазеи и Колымы. Мы подошли к самому главному подвигу его жизни, за который Семен Дежнев причислен к выдающимся землепроходцам. Начало было обычным. В Колымском остроге казаки прослышали о какой-то новой, еще неведомой и, по слухам, богатой реке на востоке. Федот Алексеев Попов, торговый человек, земляк Дежнева, вызвался снарядить экспедицию, а возглавил ее казак Семен Дежнев. И вот 12 июня 1648 года вслед за отступающим льдом 7 кочей с торговыми, промышленными и служилыми пошли к океану. Но здесь мы прервем рассказ, чтобы сделать отступление. Много ли знаем мы имен рядовых участников, пусть даже важнейших по результатам экспедиции? Нет, немного. Как правило, нам известны лишь их руководители. И именно этому обстоятельству мы обязаны прежде всего тем, что Семен Дежнев стоит в числе самых знаменитых первооткрывателей. Поход на восток был подготовлен всей его жизнью и жизнью сотен таких, как он, землепроходцев. Позже в своих донесениях Семен Дежнев сообщит о том, как проходило это плавание. Их трепали свирепые бури, ветер рвал паруса, несколько судов унесло в океан. Дорогой ценой был оплачен этот звездный час открытия пролива, позже названного именем Беринга. Следуя кромке берега, круто повернувшего на юг, они прошли водами, разделившими земную твердь на 2 материка. Лишь 20 человек из 90 вступят на холодный, неуютный берег моря. Кочи Дежнева будет выброшен южнее Анадыря. И еще 3 недели будут идти изможденные люди к заветной реке. В этом переходе они потеряют еще 8. А открыл я ту Анадырю реку и поставил на той реке острог. Семен Дежнев считал это главным своим достижением. У него впереди была еще долгая жизнь, почти 3 десятилетия. Но не суждено ему было больше совершить значительных открытий. 10 лет он будет нести службу в основанном им Анадырском остроге, самом восточном русском поселении, а затем выполнять многотрудные и многообразные обязанности казака. Такую же службу будет нести и его единственный сын Любим Дежнев, которому также предстояли встречи с новыми народами и землями. Эстафета открытий продолжалась.